Ну как вам погодка? Вот такая картина. Что-то настроение у природы. На 10 раз уже начинался снег сегодня. Растопил мангал. Сейчас буду готовить. Обед и ужин. Два в одном будет. Своя тушенка. Свинина. В следующий раз, наверное, буду готовить. Но тушенку буду крутить из курицы. Свое есть свое. Как бы, когда сам готовишь, делаешь тушенку, это понятно, что там будет мясо. А покупные, они непонятно. Это лотерея, как попадет. Ну все, еще посолю, и суп готов. Соль нужен, потому что соль не хватает. Опять сырой снег пошел. Потом по ходу, когда буду кушать, можно еще соль добавить. Да, чтобы не переборщить. Самое то. Все, пусть варится, кипит.
Настоящий суп с дымком будет на костре. Пока заготовил дрова, картошка уже мягкая стала. Да. Угу. Чуть-чуть еще соль надо добавить. Вообще великолепный суп получилось. Очень вкусно. Будем обедать. Сейчас чай закипит. И тулану буду бодяжить тоже. С консервами там. Овсяные хлопья с консервами приготовлю тулану. Вкусно. Я разделся. Избушка, во-первых, тепло. Во-вторых, я сейчас никуда не пойду. Я сейчас просто буду лежать, плевать потолок. Время 15 часов 48 минут. Без 10:04. 2 часа у меня еще есть. 2 часа просто буду лежать. И где-то после 6, наверное, ну как начнет уже темнеть, примерно в это время съездим или сходим, проверим жерлицы. Вечерняя проверка будет. Может где-то буду переставлять, а может просто так проверю и все. Оставлю до завтра. Клевала бы рыба, я бы еще рыбачил. Я бы с удовольствием посидел, порыбачил, наловил. Ну вот, суп готов. У меня это получается и обед, и ужин. 2 в 1. Потому что я еще сегодня не обедал. Так. Попробуем. Вкусно. Чуть-чуть добавлю соль. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Ну и с хлебом. Съем. Майонеза нету. Майонез сегодня не взял. Прикуску еще лук. Это остатки лука, свой лук с нашего огорода. Огород, конечно, большой, но лук, я не знаю почему, крупным никогда не растет. Вот такие вот. Ну, еще бывает побольше. А в основном все вот такие. Зелень хорошо. Вот. Еще лето зелень мы кушаем, а вот насчет лука совсем мелкие. Вот, как я буду есть, я не буду показывать. Показал самое главное, как я приготовил еду. Для тулана уже тоже остывает там. Разбавил овсяные хлопья с консервами. Сейчас подостынет, туда еще добавлю хлеб. И вот такой ужин для него тоже. Между прочим, как ни крути, вода отличается. Вот здесь я набираю воду. Река наша. Одна и та же река. Здесь набираю воду. Чай вкусный. Дома, если я наберу возле села в речке, вода уже совсем другая. Отсюда, если поехать до нашего села, там 3 таежных речки еще выходит. И может из-за этого что-то уже какая-то вот вкус меняется воды, между прочим. Здесь отличается, здесь вкусный, чай вкусный. А дома я вот бывает набираю воды с реки, пью и совсем другой вкус. Наверное,
Вот эта таежная река какая-то роль играет. Вот. Лук хороший. Вот, считай, почти целый год хранили. Всю зиму-то есть. Тулан сейчас уже никуда не уходит. Сейчас уже нагулялся. С утра, когда я просыпаюсь, его обычно не бывает. Он с утра любит ходить. Сейчас он все разведал, везде побывал. И уже сейчас он здесь. Ну, сейчас просто полежит, наверное, поспит. И я его накормлю, и может еще куда-то сходит. Он любит так, в принципе, бродит в одиночестве. Вот. Сегодня ни один звук бурана я не слышал. На улице дождь, сыро, наверное, все дома сидят. Вот. Все. Короче, я ем глухыням. Так. Шли туда. Ну. Еда идет к тебе. На. Чай. Такой сырой снег. Ну, почти как дождь. Погода совсем испортилась. Наесться. Каша с хлебом и с тушенкой. Не тушенка, а мясо. Как же это-то? Не курица, а другая птица какая-то. Забыл. С удовольствием ест. Ну и отлично. Так, рукавицы взять. Куда мы? Шли. Так, ребят, зрители. Без 26 вечера решил я сходить на вечернюю проверку. Съездим. На улице дождь. Туланы. Вот такие вот. Успеем до темна. Хорошо успеем. Должны успеть. Да, Тулан. Вперед, ну, один, давай. Ну, вперед. О, утонул. Перестает уже держать снег. Все. Уже перестает. Хотел еще подводную камеру взять, забыл. Вон. Я один раз уже спускался. Здесь прикормка, наверное, час там стоял. Посмотрел на камеру, там никого не было. Ледобур возьму. Эти сани оставим. Сани оставим. Сейчас побегаешь еще, пацанчик. Будешь бегать. Будешь бегать за мной. Тык. Заводется, нет.
сработка. Сработка. Нету. Зацепилась, блин. Об лед зацепилась. Холостая сработка. Первая сработка, но, к сожалению, никого нету. Видать, щука взяла и выплюнула. Но я эту щуку видел в камеру. Так что будем надеяться, что еще будет. Еще будет поклевка. Ладно, поехали дальше. Вторая сработка. Там пустой. Сейчас проверим. Ну тоже не открутила вроде. О, кто-то есть, ребят. Кто-то есть. Я почувствовал его. Ух. Большой. Прям большой. Запутает. Вон он, ребята. Просто огромный. Вот это щука. Вот это щука, ребята. Ух! Дарит, блин. Трофейная щука, ребят, попалась. Просто трофейная щука. Просто зачет. Ай, не знаю, как это зацепил. Надо оглушить. Вот, ребят, первая щука здоровая, огроменная щука, вообще класс, с трофеем нас, ребят. Фу. Адреналин раш, вообще класс. Так, ребят, по весу он тяжелый, но я люблю на длину измерить. Давайте измерим. Так, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 с хвостом. Ну, почти аршин. Почти аршин, ребят. Вот это здоровяк. Вот это да. Пипец, как бревно. А по весу
Но я не знаю, ребят. Не могу определить. Не могу. 70 сантиметров длина, толщина, блин, все 8, может и больше. Здоровая щука. Вот такой экземплярчик. Все, пока не стемнело, едем дальше. Пока непонятно. Что-то не пойму. Сейчас буду проверять. Вроде есть кто-то, ребята. Есть. Все. Зацепил я его. Кто-то есть. О, блядь. Морду видел? Но не знаю. Опа. А? Надо оглушить. Иначе удачи не видать. Проглотил насквозь. Просто насквозь. До желудка. Вот такое бревно, ребят. Вот там. Вот там. Этот поменьше, но тоже здоровый. И его придется потрошить мне. Потому что он просто проглотил. Это вторая щука на сегодня. Щекотается. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 65 сантиметров. Тоже размер, смотрите какой. Здоровый, блин. Вот это понимаю. Щука. Толстый, блин. Ну вот. Пришлось желудок скрывать. Хорошо. Короче, ребят, еще одна сработка. Это в прошлый раз там упустили щуку. Мы сейчас находимся напротив столика. Проверим, есть там кто или нет. Главное, сработка есть. Не пустой. Вроде пустой. Да. Здесь пусто, ребят. Только сработка. Этого не вижу. Следов даже я не вижу, чтобы вот укусила щука. Тут я уже лункой просверленной мои есть. Сюда поставлю.
Не знаю, кто-то будет, нет? Еще. Ну вот, проверку закончил. Вообще опасно как-то. Все тает очень быстро. Тулан догонит. Но пока его не видать. Так. Набивает капец. Вроде нормально. Немножко занес дров, чтобы хватило до утра. Там у меня сковорода, там потроха вся, ну икра у щуки и печень. Чайник греется, тулан морщится. Тулан, опа, видят. Ты смотри, на порог наступил. Нельзя. Порог — это граница для тебя. Никакой избы, только там. Предбанника тоже неплохо у тебя. Набегался. Сейчас вечером марш-бросок такой. Туда-сюда, за бураном. Ну, сейчас ляжет, будет отдыхать. Все, день закончился для него. Я тоже буду раздеваться. Все, на сегодня хватит. Время посмотреть. 19 часов 22 минуты. Ну, 8 час. Еще поужинаю. Еще. На боковую. Будем встречать завтра. Завтрашний день будем встречать. А то вам лег спать. Так. Вот и ужин. Время уже, наверное, 9 час. 20 часов 24 минуты. Ну вот. Такое время. 20 часов 24 минуты. Сейчас поужинаю и спать. Пожарил внутренности, как и говорил. Икра мой не нравится. Если честно, ну, у молодых щук, или же у плотвы, у ельца, вообще небо и земля. Вот у крупной щуки икра не такая вкусная,
Не знаю, люди кушают, но печень нравится. Печень. А вот то, что вот икра, она зернистая какая-то, не жарится ничего. Как будто жаришь, я сейчас на печи держал примерно минут 40, наверное. У меня он жарился. И она такая рассыпчатая, блин. В общем. Вот. Если налим попадет большой, вот там, да, там печени очень много. С луком прикуску. Угу. Ну что сказать про сегодняшний день. Знаете, вот весной, вот данный момент сейчас, лед такой хрупкий и сверлить очень легко. И вот сейчас у меня, я сегодня поставил 22 жерлицы, наверное. Я бы еще штук 15 поставил. Конечно же, на каждой жерлице никогда не будет там попадать. На каждой жерлице, чтобы рыба попадала. Скажем, из 10 жерлиц может одна штука попадет, или же на 20 жерлиц может одна попасть. Но чем больше жерлиц, тем шансов больше у рыбака. И весной световой день длиннее, лед этот мягче, и интересная рыбалка. Вот мне очень, я второй год этим уже рыбачу жерлицами, как вы видите. В основном ставлю осенью, а вот второй год, как я выезжаю к весне, ближе к весне. И очень мне каждым годом больше и больше начинает нравиться вот эта рыбалка. Бывают и пустые рыбалки. Вот прошлый раз приезжали, там одну щуку я поймал. Получается, 2 щуки ушли. Для рыбалки на жерлице надо ледобор. У меня 100. И сегодняшние щуки еле-еле влезают в 100. Хотя бы 130 или 150 нужен. Ну и багорок, который у меня сегодня нет. Также нету, и завтра не знаю, что-то будет или нет. Будем надеяться. Как бы до 3-го греха нет, как говорят в народе. Так. Продолжение будет завтра. Что еще? Все, я отдыхать. Сейчас поужинаю еще. Поделюсь туланом. Я эту икру не очень люблю. Съем я печень. Вот. Давайте встретимся завтра, ребят. Загадывайте, завтра попадет щука или нет. Может и налим. Кто его знает. Давно налим я не ловил, если честно. Очень давно. Но для налима надо ёрш. На ёрш налим хорошо идет. Сегодня на подводную камеру штук 4, наверное, ерша видел. И все. За целый день.
А ельцов и плотвы здесь вообще нету. Или я просто их не нахожу. Не могу найти. Вот просто не могу найти уже который год. Ищу как могу, но не могу найти. Вот. Все, давайте. До завтра. Будем дальше искать. Кто ищет, тот находит. Рано или поздно найдем.